Сегодня мы будем ковать боевой славянский топор. Вот из такой вот, непонятно от какого трактора или КамАЗа, собственно, пружины. Геморройно такой бодяга, тут бы молот побольше. Все, пробой в принципе есть. Раздвигаем дырочку поширше. Вот такая вот заточка у нас получается. Нелегка роль кузнеца. Ланца дрица. Оп, цаца. Аланский боевой топор 12-11 веков.
Уши теперь фигачит так. Думал, аланский будет получаться. Я вот так вот. Думал, будет получаться аланский. Нет, получается викинговский. Такой, нормандский. Боевой такой. Так. Один ударчик. И потом вот все. Ну, как бы готов, да. Тут слесарочка осталась немножко. Так, ну все равно еще. Этот надо подсобить. Хорошо провалился. Так. Тут вроде все в порядке. Тут, ну, как бы, еще можно так. Выравниваем плоскость. Блин, плоскость все равно как бы не выровнялась. Это здорово. То есть это надо сюда дербанить. Так, это сейчас. Так, я понял все. Я ж тебя понял. Да. Сейчас мы зажмем вот этой плоскостью и немножко так сюда. Да. Так, вот да, обрабатывается движение как бы. Точка. Прям, то есть, ну прям вот окончание совсем. То есть раз, все. То есть, ну вот боевой топор как бы. Вот. Да, будем еще сейчас слесарить, будем еще что-то делать с ним. Холодно. Причем так, в принципе, нормально. Все в порядке. Все как бы. Я вижу, что все нормально. Все. У нас есть один кузнец и один оператор. Такого варианта у нас нет! А! Шайза! Черт! Клеймо есть. Все ништяк. Так. При этом все почти ровно. Покажи клеймо-то. Подожди ты. Видишь, блин, скривился. Блин, проставки клейма. Немножечко у нас поплыло все. Хуй. Железом пахнет. Блин, ну почти. Я не знаю, как-то так, наверное. Клеймо вот, пожалуйста. Iron Smith. Железный кузнец. Тюк-тюк. Главное, чтобы на руку сейчас не упало, а то будет тюк-тюк нахрен. Блин. Ты что-то какую-то исполняешь диверсию. Блин, я тут. Все. Надо прям. Вот все. Дальше пошло. Все, остывает. И мы пойдем выпьем по пивку за готовую почти работу. Но у нас еще закалка впереди, между прочим. А это тоже очень важный и ответственный процесс, потому что топор закаляется по 3 зонам. То есть мы сначала посильнее закалим вот эту часть, потом среднюю часть, это средний. И вот эту вот часть уже как бы мы почти без закалки оставим, в общем-то. Почему? Смотрите, раньше, ну, я просто находил когда-то я находил топор, и он был отломан вот в этой части, прям вот этой части я нашел, да, а это была отломана. Почему? Потому что кузнец в те времена взял и в наглую в воду зафигачил так, вот до сюда, раз, и закалил эту часть. Эта часть закаленная, не закаленная, соответственно, в этом месте произошел слом при каком-то там ударе, где-то еще что-то, произошел слом. Вот этого нам нельзя допустить, потому что боевой топор, конечно же, не должен сломаться
в бою. Поэтому мы будем закалять пол. А ума у нас полно. Заточено, оставлено достаточно такое толстое основание под спуски, ну чтобы не сгорела кромка просто. Поэтому мы сейчас закалять будем его. В угли кидаем и на некоторые. Так, где у меня самый главный? Нормально. Все, он почти не цепляет вообще. Верхний слой как-то еще царапает, обезуглероженный, но это не как сырое. То есть вот тут он вгрызается вообще у нас. Вот тут, блин, тут прям звук даже слышно. Но в целом закаленным, но теперь нам нужно что сделать? Нужно это дело все отпустить, потому что здесь, вот здесь, сейчас, в этой области, самая сильная закалка. И, в принципе, нам нужно сделать отпуск, иначе у нас все это сломается, короче. По-любому, там, при хорошем ударе обо что-то твердое, там, на излом, это может сломаться. Хотя, с другой стороны, конечно, мы видим, толщина топора вполне приемлемая. Но, тем не менее, нам нужно на час зарядить на 180 градусов. И тогда у нас этот топор будет, собственно, как эта пружина. Да, то есть мы его можем так согнуть, и он выгнется обратно. Вот. Не уверен, что это прямо надо, но давайте сделаем. Сейчас я выставляю 180 градусов в печке. Ставлю на... Нам нужно час и 20 минут на разогрев печки. Так, на всякий случай, на час 20 так. Металл довольно толстый. Пусть будет чуть подольше. Пойдем. Все, убираем. Встретимся через час.
Ленточная пила от силы. Да. Мечтаю о ней. И Гриндер тоже. Да. Я оставил пощупать. Палец снова забыл секунду. Злая штука. Злая штука. Зет, это Зора! Чистый дуб! Нет, грязный дуб. Масол! Масол, масол! Нахуй пошел! Главное сделать что? Ровненько. Должно сейчас ну где-то щелки останутся, конечно. А нет, вон там, да. Насаживаем. Блин, ну я не знаю. Вот это твоя, конечно. Блин, я То, хочу... что ты хотел, вот так. Да, Ну ладно, это твоя идея. да. Так ты и хотел. Так я и хотел. А ну, Хотел, конечно... да, короче, все. До свидания. Мне нравятся такие рукоятки, чего-то. У нас родился вот такой топор, боевой, славянский, вятический топор, да? Вот такой вот прямо. Вот. С козьей ножкой. Удобное удержание. Такой небольшой, маленький, но весьма увесистый. То есть, в принципе, да, любой шлем он прорубит. С другой стороны, такая вот тупая, я не знаю, как это называется, блин, могла бы называться, бодяга. То есть он пробьет. Туда, короче. И потом прорубит дальше. Фам. Офигенно, короче, ребята. Сначала нокаутируем. Да. Все, мы готовы идти в бой. Славяне рулят. Зарабатываем. Видите, да, такой вот, ну, вот так вот сделать красиво. Косточку. Было прямо красиво. Работаем над этим, работаем. Произведение искусства делаем. Олень, собака, сука. Так, ну достаточно тоненько и изящно, да, так получается уже? Да. Прикольно уходит. Сейчас мы берем уже другую тогда. Даже ты. Сейчас мы еще немножко снимем, там, ну, слой.
Даже ты своей грубой рукой уже осознаешь, что... Я своей грубой кувалдовской рукой, которая кую. Не могу никуя вообще, понимаешь? Как бы. И Ну, всё равно, осознаешь, да, осознаю, что да, блин. Что, блин, не хватает, понимаешь, не хватает еще буквально, ну, вот каких-то 2 рюмок. В принципе, понимаешь? Вот. А если бы 2 рюмки, то ну, ништяк. Ну ладно, работаем без 2 рюмок. Ты включил пленку, собака слухает. В очках было не то, без очков гораздо лучше. Блин, он уже стал намного четче. Пять минут уже видос длится. Обрезом. Видите? Сейчас. Завтра. Смотри, ты чуешь? Он сегодня. Ты чуешь? Он бреет. Он бреет. Да. Смотри, еще. Ну, кто не верит, да? Продолжаем. Да бреет, ну да. Да? Смотри. Бреет, капец. Ну, вот такой вот родился, в общем-то, боевой, собственно, славянский топор. Как бы, по мнению заказчика, как бы по желанию заказчика, да, это было сделано так, вот эти так, формы, вот эти вот, красивые такие формы. Ну, а здесь, как бы, ну, одна единая линия. Собственно, вот так. С обратной стороны такой тупой клевец. С этой стороны можно бриться, ребят. Там, знаете, уже, да, на видео уже снято, можно бриться. Все, вот он. Реально бреет. Все, бреет. Люблю бриться топорами. Тут главное челюсть вообще не сдвинуть. Но тем не менее. Вот, все. Ты про эргономичность ручки рассказывай. Про экономичность ручки я уже рассказывал. А вот за это мы выпьем что? Раку. Настоящую турецкую раку. За русский топор выпьем турецкую раку. Он в руке лежит достаточно Обалденно. долго. О, еще окроплен ракой.